Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Мероприятие станет ежегодным. Первый абхазский медицинский форум завершил свою работу. Две недели на ответ главе государства. Оппозиция требует от президента отставки правительства. Эксперты Маврик Чагава и Аслан Берзени дали показания. Продолжается судебное разбирательство по тройному убийству на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года. Первый абхазский медицинский форум завершил во вторник свою работу в Сухуми. Форум собрал ведущих представителей медицинского сообщества Абхазии и России. Состоялся при поддержке правительства Абхазии, Академии наук Абхазии. К этой теме мы еще вернемся в нашем выпуске. Сейчас официальная хроника. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба принял делегацию Ленинградской области во главе с первым вице-губернатором Ленинградской области, руководителем администрации губернатора Ленинградской области и правительства Ленинградской области Игорем Петровым. Бадра Гунба отметил заинтересованность абхазской стороны в налаживании активного взаимодействия с субъектами, областями, регионами Российской Федерации. Важнейшим направлением нашей внешней политики является взаимодействие с Российской Федерацией. Это взаимодействие невозможно без сотрудничества с субъектами России. В этой связи для нас очень важна работа, которая началась с Ленинградской областью. Она динамично развивается и по некоторым показателям находится в лидирующих позициях, сказал он. Вице-президент также поблагодарил гостей за организацию визита правительственной делегации Абхазии в Ленинградскую область в декабре 2022 года. Бадра Гунба передал от лица президента Аслана Бжаня приглашение посетить Абхазию губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Игорь Петров поблагодарил за радушный прием и приглашение, отметив, что губернатор планирует посетить Абхазию примерно во второй половине мая с мотопробегом. Игорь Петров подчеркнул наличие широкого круга вопросов для сотрудничества между Абхазией и Ленинградской областью. Мы сотрудничаем со многими регионами и даже странами, но Абхазия – это особый случай. Я думаю, у всех россиян к Абхазии совершенно особое отношение. У вас уникальная природа и благодатный край, это видно по ухоженным местам. Есть наметки, где нам надо будет побывать и какие места посетить. Взаимодействие будет по линии сельского хозяйства, сказал первый вице-губернатор Ленинградской области. Стороны обсудили различные аспекты сотрудничества. Оппозиция требует отставки правительства. По словам председателя Абхазского народного движения Отгур Ардзинбе, нынешний состав Кабинета министров не показал эффективности, поэтому должен смениться. Он подчеркнул, что никто из представителей оппозиционных организаций не претендует на должности в правительстве. Глава ветеранской организации АРОА зачитал требования, их причины, а также заявил о том, что если президент их не выполнит, то через 2 недели оппозиция организует массовую акцию протеста. Подробности в репортаже Марианы Котовой. Правительство должно уйти в отставку, уверены представители партий и общественных организаций. По их словам, в связи с некомпетентностью и провальной политикой во всех сферах жизнедеятельности государства. 13 причин для отставки назвали оппозиционеры. Среди них полное отсутствие социально-экономических реформ, легализация майнинга, необоснованное повышение тарифов на свет, закрытость власти, продвижение внешнеполитических инициатив, способствующих изоляции Абхазии и другие. Зачитал их председатель общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРОА Тимур Гуля. Первое. Полное отсутствие обещанных социальных и экономических реформ. Второе. Невыполнение мер защиты граждан в разгар пандемии коронавируса. Отсутствие своевременных и скоординированных мероприятий по приобретению вакцин и медоборудования, повлекшие за собой коллапс в медицинских учреждениях и смерти наших граждан. Третье. Отмена системы электронных расчетов с пенсионерами, проведенная под надуманным предлогом в разгар пандемии. Четвертое. Легализация деятельности по добыче криптовалют, ставшая причиной тяжелейшего энергетического кризиса, существенно ухудшение качества жизни граждан и многомиллиардных убытков государства. Пятое. Продвижение поправок к закону об энергетике, открывающих путь грабительской приватизации объектов энергетической отрасли, необоснованное завышение тарифов на электроэнергию. Шестое. Грубейшие технические нарушения и завышение цен при ремонте ВЛ Ачугуара. Седьмое.
полное отсутствие открытости власти при принятии решений, систематическое нарушение законов о доступе к информации и о СМИ. 8. Продвижение внешнеполитических инициатив, способствующих изоляции нашего государства. Критическое ослабление работы по связям с отечественниками в Турции и на Ближнем Востоке. 9. Подписание соглашения по передаче части территории города Пицунды в собственность и под юрисдикцию иностранного государства, проведенного с грубейшими нарушениями законодательства. 10. Продвижение законопроекта об апарт-отелях, представляющего угрозу демографическому балансу в Абхазии. 11. Легализация торговли с Грузией, выдача разрешения на открытие магазинов беспошлинной торговли на границе с Грузией. 12. Недостаточное и хаотичное действие руководства по усилению обороноспособности страны. Неверная оценка военных угроз и связанных с ним приоритетов финансирования армии. 13. Отсутствие экономического роста собственного производства, экспорта. Дефицит республиканского бюджета в размере более 1,5 миллиарда рублей. Кроме требований отставки правительства есть еще 4. Касаются они тарифов на свет, Пицунской госдачи, апартаментов и соглашения о судебных решениях. Требуем от президента подписания указа об отставке Кабинета министров Республики Абхазия, отзыва соглашения по госдаче в Пицунде, возвращения в социально ориентированному тарифу на электричество, остановки продвижения законопроекта о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов и соглашения с Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Если через 2 недели эти требования не будут выполнены, то оппозиция намерена организовать массовую акцию протеста. По словам главы Абхазского народного движения Адгура Ардзенба, отставка правительства будет обозначать, что президент готов сотрудничать, и не только с оппозицией, сколько с народом. Ничего страшного не произойдет, если кабинет министров будет отправлен в отставку. Этот кабинет министров, который действует сегодня, это уже 17-й по счету, будет 18-й, если не справится, будет 19-й. Естественно, мы, как представители оппозиции, руководители оппозиции, не претендуем ни на какие должности, чтобы на эту тему тоже никаких спекуляций не было. Это будет сигнал от главы государства, что он поворачивается в сторону народа, что он возвращается к национальной повестке. Если этого сделано не будет, то мы будем вынуждены, как было здесь выше сказано, обратиться к народу Абхазии и здесь, в городе Сухум, обозначить дату и время массовой акции протеста и организовать митинг. Как говорит Ардзенба, такие активные действия оппозиция предпринимает, потому что процессы, которые сегодня происходят в социально-экономической сфере, в глобальном смысле ведут к исчезновению абхазского этноса, так как на повестке у нынешней власти построение внешнеориентированного государства. На повестке сегодняшнего руководства исключительно вопросы по продвижению интересов иностранных олигархов крупного капитала, который пытается завладеть лучшими территориями, ресурсами, землями Абхазии. В этой модели, которая создается на наших глазах, абхазского народа нет. Нет нас с вами. Чтобы не допустить того, чтобы власть окончательно оторвалась от нужд народа и не продолжила принимать решения, идущие вразрез с ними, общественные организации, партии и движения намерены активно протестовать. Марианна Котова, Абаза ТВ. Объединили свои усилия в деле противодействия угрозам национальной безопасности. Представители общественных организаций Айтгылара, Саркял, Абхазская национальная конференция, Комитета по защите суверенитета Республики Абхазия, Народной партии Абхазии и экспертный фонд АМТА приняли решение ускорить проведение съезда, на котором намерены дать политическую, правовую и моральную оценку деятельности политического руководства государства, а также предложить концептуальные подходы по выходу из внутриполитического кризиса и достойного развития Республики Абхазия. В своих действиях намерены использовать все имеющиеся законные методы отстаивания своих интересов, в том числе и конституционное право на митинги, шествия и акции протестов.
В сложившейся ситуации нами принято решение объединить свои усилия в деле противодействия угрозам национальной безопасности. Принято решение ускорить проведение съезда, на котором намерены дать политическую, правовую и моральную оценку деятельности политического руководства государства, а также предложить концептуальные подходы по выходу из внутриполитического кризиса и достойного развития Республики Абхазия. Обращаемся ко всем гражданам, кому не безразлично будущее Республики Абхазия, проявить свою гражданскую позицию. Мы готовы к диалогу и призываем к совместной конструктивной работе все общественные и политические силы и обеспокоенных граждан нашей страны. В своих действиях намерены использовать все имеющиеся законные методы отстаивания своих интересов, в том числе и конституционное право на митинги, шествия и акции протеста. В данном объединении участвует общественная организация «Абхазская национальная конференция», республиканская общественная организация «Айтглара», общественная организация «Асаркял», Комитет по защите суверенитета Республики Абхазия, Народная партия Абхазии, экспертный фонд ААМТа. Спасибо. Видеоверсию брифинга общественных организаций смотрите после выпуска новостей. Внешняя политика. В посольстве Республики Абхазия в Москве состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Российской Федерации Алхаса Квицини с министром иностранных дел Республики Южная Осетия Ахсаром Джиоевым. Дипломаты обменялись мнениями о перспективах дальнейшего расширения и укрепления традиционно дружественных взаимоотношений между Абхазией и Южной Осетией. Также сегодня в посольстве состоялась встреча посла Алхаса Квицини с министром культуры Абхазии Дауром Кова, который находится в Москве с рабочей поездкой. Советник-посланник посольства Абхазии в России Дмитрий Кетти принял участие в международной выставке «Иннопром», а также провел встречу с представителями Евразийской экономической комиссии. «Иннопром» – международная промышленная выставка, где участвуют российские и зарубежные компании, представляющие свои инновационные разработки и проекты. Дмитрий Кетти обсудил с представителем комиссии ЕАЭС вопросы сотрудничества с посольством Республики Абхазия в Российской Федерации. Кроме того, состоялась встреча Дмитрия Кетти с советником-посланником посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан Андреем Ланчиковым, где стороны обменялись мнениями по вопросам активизации сотрудничества между Абхазией и Узбекистаном. В первом квартале 2023 года сотрудники СГБ Республики Абхазия и пограничного управления ФСБ России в Абхазии задержали более 150 нарушителей пограничного законодательства Республики Абхазия, сообщает пресс-служба СГБ. Возбуждено 3 уголовных дела за незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия. Пресечено 4 попытки незаконного перемещения через абхазо-грузинскую государственную границу грузов различного назначения. В отношении лиц, причастных к организации осуществления нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Абхазии. Эксперты Маврик Чагава и Аслан Берзени дали показания в суде. Они были вызваны в суд по просьбе стороны защиты и отвечали на вопросы, касающиеся судебно-медицинской экспертизы в отношении подсудимого Беслана Бганба. Продолжается судебное разбирательство по тройному убийству на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года. Подробности у Надежды Боровиковой после выпуска новостей. Первый Абхазский медицинский форум завершил свою работу. Он состоялся при поддержке правительства Абхазии, Академии наук Абхазии, ведущих ученых и врачей из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы и Сочи. Заслушано более 30 научно-практических докладов по основным направлениям развития медицинской науки. Подводя итоги первого Абхазского медицинского форума, министр здравоохранения республики Эдуард Будба в частности отметил: да, нам надо многому учиться, да, нам много делать нужно. Мы признаем, что у нас есть много и ошибок, и блок ошибок, которые вообще системно надо исправлять. Говорил о курортологии, бальнеологии, о реабилитации. А вот наша встреча перед открытием форума, она кардинально изменила и темы ваших докладов, и вообще всю концепцию, вообще стратегию. И когда наши докладчики показывали, какие операции проводятся на территории Республики Абхазия,
некоторые уважаемые люди были впечатлены, они, оказывается, с элементом недооценки приехали в республику. 100%. И в этом мы тоже будем прогрессировать. Мы будем докупать оборудование, учиться у вас в Российской Федерации, приезжать. Будем просить вас приезжать сюда к нам, чтобы и развивать все эти сложные моменты. У нас есть сестринское дело, там разные направления, разные нозологии. Да, мы будем учиться, будем совершенствоваться. И хотел бы еще поблагодарить всех, кто сегодня здесь присутствует, потому что очень было волнительно, потому что все это первый раз так делалось, знаете. Алхасом Тхагушевым мы встретились 3 месяца назад, потом я позвонил Евгению Евгеньевичу, через 2 недели с момента встречи прилетел Евгений Евгеньевич, и я сказал, никакой встречи у меня в кабинете не будет, мы с Евгением Евгеньевичем приедем к вам в инвосодействие. Мы туда приехали, переговорили, создалась идея создания ассоциации. Была создана ассоциация, и потом родилась идея форума у меня лично, да, вот с Евгением Евгеньевичем мы проговаривали, и идея стартовать и сделать форум в Министерстве здравоохранения издал приказ 3 апреля. Мы за 21 день сделали форум. С такой командой Минздрава, с такой командой сотрудников, всех лечебных учреждений, волонтеров, вообще всех, которые принимают участие. Да, было волнительно, да, первый раз, но в первый день места не было, люди стояли здесь, второй день опять заполненный зал. Видеоотчет закрытия Абхазского медицинского форума смотрите после выпуска новостей. В продолжении медицинской темы. В Абхазии проведена операция по замене коленного сустава. Ее провели российские медики, приехавшие в республику по приглашению Минздрава страны в рамках первого Абхазского медицинского форума. Операция прошла успешно. За ее ходом следили врачи республиканской больницы, на базе которой проходило хирургическое вмешательство. Подробности в материале пресс-службы Министерства здравоохранения. В рамках первого медицинского форума, впервые проходившего в Абхазии, в республику приехали российские хирурги для проведения операции по замене коленного сустава. Пациентку 57 лет отобрали медики республиканской больницы. Операция ей была показана в связи с трудностями передвижения и постоянными болями. Произвели замену сустава хирурги Антон Жаглин и Алексей Березин. Хочу сказать, что были, в общем-то, скорее приятно удивлены уровнем подготовки местных докторов и среднего медперсонала, потому что все-таки, не надо скрывать, это достаточно редкая операция для местного населения и для местного медперсонала. Однако все, начиная с заведующего отделения и включая там последнюю санитарку и операционная сестра, достаточно уверенно себя чувствовали, помогали нам и делали все так, чтобы мы не чувствовали себя вдали от своих возможностей дома. Первая операция проходила около 2 часов, вторая, аналогичная, немного дольше. Под постоянным контролем и поэтапным объяснением каждого своего движения российские медики раскрыли коленную чашку, удалили часть кости и подготовили место для имплантата. Надо отметить, что за исключением некоторых инструментов, хирургия республиканской больницы хорошо оснащена, подчеркивают российские специалисты. Спасибо большое, дорогих коллег, на гостеприимной абхазской земле за встречу нашу, за такой искренний интерес и, как уже сказал Антон Владимирович, за такую, скажем так, удивительную способность и подготовленность именно к этой операции, потому что чувствуется, что это было необходимо, что доктора ждали, готовились именно к проведению этой операции. И я надеюсь, в будущем это станет в этой больнице и вообще в Абхазии рутинной операцией и будет выполняться на самом высочайшем уровне. Если для российских медиков операция по замене коленного сустава – это мероприятие рутинное и каждодневное, то для абхазских хирургов это событие. Несколько докторов страны присутствовали на операции и следили за техникой выполнения хирургического вмешательства. И это, безусловно, важно и нужно больше и чаще проводить подобные мастер-классы, отмечают абхазские хирурги. Это довольно востребованная операция. У нас в Абхазии очень много данной патологии, таких пациентов очень много.
И сегодня мы непосредственно ознакомились с самой техникой этой операции. В общем, это очень важная и нужная вещь для нашей страны, для нашей республики, для наших граждан. Фактически наша республиканская больница, она по оснащению готова и подходит для проведения данных операций. Единственное, что необходимо, это обучить персонал в первую очередь и обеспечить данными имплантами. Пациентке вставили протез высокого класса фирмы Johnson & Johnson. Операция прошла успешно, что не может не радовать руководство медучреждения. Данное событие является прогрессивным. Для нас оно очень радостно. Сегодня произошедшее подчеркивает еще раз дружественный характер взаимоотношений между Российской Федерацией и Абхазией. Наши российские коллеги выразили готовность оказать нам помощь в любой ситуации на месте здесь, в Республике Абхазия, также в Российской Федерации. Они сегодня для меня, как для руководителя, это событие знаковое и очень важное, потому что мы в своей работе ориентируемся на введение новейших технологий в лечении наших пациентов. Останавливаться на достигнутом руководство Минздрава не спешит. В планах еще больше мастер-классов и выведение хирургической службы на качественно новый уровень. Об этом говорил министр Эдуард Будба, который приехал в больницу, чтобы выразить благодарность российским коллегам. Хочу поблагодарить Андрея Владимировича Жаглина, руководителя Центра травматологии и ортопедии Федерального медико-биологического агентства, который приехал с города Москвы, провел здесь мастер-классы по замене коленных суставов. Наши коллеги посмотрели, как такого рода оперативное вмешательство впервые в Республике Абхазия проходит. Проведены 2 операции. В дальнейшем мы планируем развивать это направление хирургическое. Также мы будем оперировать здесь, на территории республиканской больницы, сложные случаи тазобедренного сустава, сложные случаи коленного сустава. Также впервые, наверное, планируем говорить о том, что будет произведена замена плечевого сустава, эндопротезирование плечевого сустава в ближайшей перспективе. Хотел бы искренне поблагодарить всех наших российских коллег, которые приехали в Республику Абхазия. Оба пациента, которым заменили коленный сустав, чувствуют себя стабильно. В течение недели они будут отпущены домой. Так, благодаря вмешательству врачей, 2 людей, практически забывших, каково это – ходить и жить без боли, совсем скоро вернутся к здоровой жизни. Ежегодно 25 апреля адыги во всем мире отмечают День адыгского черкесского флага. Цвет флага – символ жизни, вечности. 12 золотых звезд соответствуют 12 основным племенам адыгского народа. 3 перекрещенные стрелы являются символом единства, объединения, союза 12 адыгских племен. Таким образом, государственный флаг Республики Адыгея имеет прямое отношение к истории и культуре адыгского народа. 25 апреля День черкесского флага отметили в Абхазии. Этой дате посвящен ряд мероприятий, организованным в Сухуми Государственным комитетом по делам молодежи и спорту. В их числе соревнования по стрельбе из лука, которые состоялись на набережной Махаджиров. Поздравляю наших детей с нашим общим праздником, всех присутствующих, Днем черкесского флага. Это не спорт, в принципе. Стрельба из лука – это то, что с детства наши предки приучали наших детей. Это наше национальное, и надо поблагодарить тех, кто это возрождает в Абхазии. И, надеюсь, и другие виды воинского искусства, кроме стрельбы из лука, со временем тоже будут возрождаться, развиваться. И сегодня этот флаг, в честь которого собрались мы все, День черкесского флага в Абхазии празднуется. Надо сказать, что флаг этот наш общий. Во время Кавказской войны под этим флагом сражались не только черкесы, убыхи, но и абхазы, садзы, джигеты, гал, цапал. Поэтому это, можно сказать, наш общий праздник, наш общий флаг. Флаг, который имеет славную историю. Дай Бог, чтобы мы были достойны этого флага. Репортаж об этом событии смотрите в нашем эфире в рубрике «Амшахтес».
Председатель Компартии Абхазии принял участие в Международном антифашистском форуме в Минске ко дню рождения Владимира Ленина. На него приехали представители 50 стран, в том числе из Абхазии. Коммунистическую партию Абхазии представил на форуме ее председатель Бакур Беби. Главная тема международного форума – задача коммунистического движения в борьбе за солидарность прогрессивных сил против новой фашистской угрозы. Очередная партия гуманитарной помощи от Единого штаба помощи Донбассу поставлена в представительство штаба в Донецкой Народной Республике. Это вещи, продукты питания для беженцев и вынужденных переселенцев, а также провизия для бойцов. В Абхазском государственном университете открылись курсы повышения квалификации для учителей-психологов общеобразовательных школ и дошкольных учебных заведениях Республики Абхазия. Цель курсов – совершенствовать профессиональные компетенции учителя-психолога, создать широкую теоретическую и практическую базу, научить их применять полученные знания на практике, сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ. В данных курсах участвуют учителя-психологи города Сухум, Гулрипского, Гагарского, Гудаутского, Галского районов, а также лицеев-интернатов республики. Установочная сессия будет проходить в течение недели, затем курсы продолжатся в заочном формате, по завершению которых каждый слушатель должен написать реферат, письменную аттестационную работу. Сегодня мы начинаем курсы повышения квалификации, начинаем установочную сессию для учителей, психологов, общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений. Целью наших курсов является совершенствование профессиональных компетенций учителя-психолога в школах и в дошкольных образовательных учреждениях. Создание широкой теоретической базы, практической базы, научить их применять полученные знания на практике. Психологи востребованы в самых разных областях, в разных сферах. И в этом бушующем мире сегодня очень многие нуждаются, и взрослые, и дети, в психологической поддержки. Хотела бы вспомнить слова Зигмунда Фрейда, который сказал, что тайна человеческой души заключена в психологических драмах детства. Докопайтесь до этих драм, и исцеление придет. Вот так вот должен работать сегодняшний психолог. Студенты 4-го курса экономического факультета АГУ под руководством старшего преподавателя кафедры экономической теории Анны Адлиба принимают участие в финале 2-й международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов по устойчивому развитию, инвестициям и финансовым рискам «Финатлон Форум» и конкурсе научных работ по выбранной проблематике на тему «Перспективы расширения инвестиционных возможностей национальной экономики Республики Абхазия на основе реализации инвестиционных программ и проектов». Форум проходит в финансовом университете при правительстве Российской Федерации в Москве. 25 апреля исполнилось бы 90 лет выдающемуся мастеру, первому профессиональному абхазскому режиссеру Нелли Рожденовне Эшба. Ее спектакли отличались богатыми декорациями и костюмами. Они, как правило, сопровождались горячими откликами в прессе и восхищенными отзывами знатоков театра и зрителей. Сама Нелли Эшба говорила: «Я очень люблю работать с актером, вместе с ним создавая не только его сценический образ, но и образ всего спектакля. Актера надо любить. Любя актера, веря в него, можно делать чудеса». В нашем эфире сегодня смотрите проект «Салон Витраж» из архива Абаза ТВ, посвященный памяти Нелли Эшба. 200-летие основоположника русского театра, писателя и драматурга Александра Островского отметили в Абхазии специальным показом спектакля «Красавец-мужчина» по комедийной пьесе Островского и выставкой уникальных фотографий спектаклей, поставленных по пьесам Островского в театрах Абхазии в 20 веке. Мероприятия прошли в Государственном русском театре драмы имени Фазилия Искандера и были организованы при финансовой поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского дома соотечественника и Дома Москвы в Сухуме. Спектакль и выставку посетили посол России в Абхазии Михаил Шургалин, секретарь Совбеза Сергей Шамба, представители погрануправления ФСБ Российской Федерации в Республике Абхазия, Россотрудничества, администрации города Сухум, абхазской интеллигенции, руководство КСОРС, российские соотечественники, общественные деятели и другие.
Проект «Апсный стар» набирает обороты. Уже 30 апреля в Абхазской госфилармонии состоится очередной кастинг. 30 апреля в 11:00 в Абхазской государственной филармонии состоится кастинг второго сезона самого нашумевшего проекта в Абхазии «Апсный стар». Спорт. Дмитрий Гвозава стал третьим на первом этапе российской серии кольцевых гонок «Туринг» в первой гонке категории SMP GT4 Russia, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Гонка прошла 22 апреля в Сочи. Мне было непросто после контакта на первом круге, но так ворваться в чемпионат без вката – это круто, прокомментировал свой дебют Дмитрий Гвозава. Спортсмены Федерации тайского бокса Абхазии Георгий Победоносец заняли 4 первых и 1 второе место на Кубке дружбы народов Кавказа в Ставрополе, сообщает Госкомспорт. Победителями турнира стали Давид Дженя, Артем Хачатрян, Леон Ванждаш и Юрий Герзмава. Второе место занял Георгий Бадулин. Тренирует спортсменов Тамерлан Хасеев. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 26 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление пониженное. Температура воздуха ночью плюс 5-11, днем 15-20. Температура морской воды плюс 12 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.